Привет, мои космические друзья! Желаю вам сиять ярче всех звезд! Как я услышала слово «космос», решила присоединиться к вам. А я смотрю, у вас еще гости. Настоящее космическое настроение – это не просто открытые уроки с чтением стихов по стандартному сценарию. Все намного интереснее. В своем классе ученики второй Магасской школы ставят постановки. Он всем предлагал свою помощь, и о нем заговорили, и назвали предложенным. Фу, неинтересно! А ну-ка, расскажи, за что так ненавидишь ты? Ты не любишь падежи. Давным-давно все школьники не знают на зубов. И за 2 года выучить лишь ты один не смог. Не запомнить падежи после такого выступления точно нельзя. Тема сегодняшнего урока – род имен прилагательных. Каждое правило сегодня звучит рифмично. Ручки на месте, локти На месте. у края, спина Прямая. Давайте записываем космическое число. Урок в таком необычном формате проходит в рамках декады начального звена. Здесь к этому событию подготовились серьезно. Не успели отойти от 10 дней, посвященных ингушскому языку, как уже стены украшают космические картинки, выставки и не только. Такое детям точно интересно. Мне нравится наша школа, она самая лучшая. И учитель у нас очень хороший, Мака Исуповна. И в школу ходить мне тоже очень нравится. Мака Исуповна нам провела космический урок. И у нас был космический гость, звездочет. Фундамент, который позволяет приобрести самые важные навыки, освоить знания и научиться их применять. Все это про начальную школу. Сегодня детей знакомят не только с космосом, но и с грамматическими правилами. После такого информативного урока небольшой опрос. Имя прилагательное. Что это такое? Им прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос «какой, какая, какие, какое». Саида, расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы определить род прилагательного? Во-первых, надо узнать род существительного, и можно узнать, какого рода это по окончанию. Какие окончания бывают у прилагательных? Это мужской род – это ой, и ый, и ий. Женский род – я. Средний род – это ой, е. Тяжело тебе бывает определить? Ну, немножко. Такие интересные уроки здесь проходят не только по русскому языку, но и по всем остальным предметам. В рамках декады организовали конкурс лучших подделок, аппликаций и рисунков. Прямо в школе разместили космическую инсталляцию. Здесь же уголок, где школьники на перемене могут сыграть в различные настольные игры, порисовать и почитать любимые сказки. Целью данной декады является повышение интереса обучающихся к изучению учебных предметов, развитие их кругозора. Также декада помогает учителям раскрыть свой творческий потенциал, умение использовать современные технологии в нужном русле. Наши учителя, все учителя начальных классов дают открытые уроки в рамках декады, проявляют активные организаторские способности учителя. Декада здесь продлится до 6 марта, после проведут закрытие, в рамках которого наградят самых активных участников всех мероприятий, уроков, интеллектуальных викторин и конкурсов. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магас, 24.